الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الله تعالى айтады: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Жаратуучубуз айтып жатат: эй адамдар, силерди жараткан заттан коркула, анын айтканын аткаргыла, ал тыйган нерселерден тыйылгыла. Bizdi жараткан зат Аллах жаратуучубуз бар. Альхамдулилля, Аллахка чексиз шүгүрлөр, өзүнү таанытты, биз аны билдик, альхамдулилля, ишендик, иман келтирдик. Эң чоң жакшылык бизде бар. Бизден акылдуу, бизден күчтүү кишилер бар, алардын жүрөгү ачыла элек. Ошо иншалла ушул эң чоң неаматка биринчи Аллахка шүгүрлөрүбүздү айталы. Всевышний Создатель говорит: О люди, бойтесь того, кто создал вас из одной души, от Адама, алейхиссалям. Бойтесь того, кто создал вас. Бойтесь, это означает, что слушайтесь его, подчиняйтесь ему, делайте то, что он вам приказал, и отдаляйтесь от того, что он вам запретил. Кто нас создал? Альхамдулилля, мы знаем его, Аллах Всевышний. Мы познакомились с ним, альхамдулилля. Наши сердца открылись, иман, хидаят, веру Аллах Всевышний дал нашим сердцам. Это особый дар, который руками ты его не почувствуешь. Дар, милость Аллаха Всевышнего, что сердце Аллах Всевышний открывает наше сердце для веры. Иман в нашем сердце. Открывается наше сердце для того, чтобы принять вот эту веру. На волну пророков поднимается, и он видит, что за этим всем миром стоит Создатель. Это вера. И альхамдулилля, Аллах Всевышний открыл нам сердца, чтобы мы спокойно, уверенно поверили в пророка Мухаммада, посланника Аллаха Всевышнего. Мы поверили в него, убедились, что он посланник Всевышнего Создателя, официально посланник, посол Создателя этого мира. И альхамдулилля, что Аллах Всевышний открыл нам сердца, мы убедились и верим. Грамм сомнений нету, что Коран — это слово нашего Создателя, Создателя всего этого мира. Альхамдулилля, это руководство для нас, для того, чтобы человек был счастливым. Аллах Всевышний говорит, что Он создал 12 месяцев, среди 12 месяцев 4 месяца священные месяца. Не притесняйте в эти месяца себя, не вредите самим себе. Наоборот, в эти месяца нужно побольше каких-нибудь добрых дел сделать, потому что бонусы Аллах Всевышний дает в эти месяца. Один из таких месяцев это был месяц Раджаб, который прошел. Сейчас зашел месяц Шаабан. После него снова необычный месяц, священный месяц Рамадан. И вот между вот этими месяц Раджаб, это священный месяц, и об этом месяце даже знали те, которые были до пророка Мухаммада еще. Это идет от пророков, которые были до пророка Мухаммада. И во времена Иисуса, алейхиссалям, и Мусы, Моисея, знали эти месяца. И людям известен этот месяц Раджаб, священный месяц. После Раджаба Шаабан идет. Для многих он неизвестный. Потом Рамадан идет. Снова для всех в основном известный месяц. Священный месяц, необычный месяц. И вот этот месяц Шаабан, в котором мы сейчас проживаем, большинство людей беспечно спят. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, своим делом и своей жизнью всегда показывал, как нужно жить человеку, чтобы быть счастливым, успешным, самым лучшим, у Аллаха Всевышнего самым любимым, отличаться от других, быть у Аллаха Всевышнего любимчиком. Он своей жизнью всей показал. И он постился в месяц Шаабан. То есть этот месяц Шаабан, он неизвестный месяц. Для многих людей неизвестный. А пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он знает ценность этого месяца.
и знает, что Рамадан – это месяц, о котором многие знают, нацеливаются, настраиваются на Рамадан. Раджаб тоже люди настраиваются на Раджаб, а Шаабан пропускают беспечности. И он постился в этот месяц. Сподвижник, который еще не знал, не понимал, он спрашивает: «О посланник Аллаха, я заметил, что вы в месяц этот Шаабан много поститесь. Почему вы поститесь? Не как в другие месяца. Если в другие месяца он постился понедельник, четверг или середину месяца, а в Шаабан он постился много, почти весь Шаабан, много постился». Это должно нам говорить о том, что, значит, нам нужно настраиваться на пост в этот месяц Шаабан. Завтра можем, иншаллах, уже потихоньку начинать поститься в этот месяц Шаабан, так как простился пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. А все, что он делал для того, чтобы Аллах его еще больше возлюбил. Для того, чтобы быть для других потом в будущем. Он ведь пример. Это остается суннатом для других остальных, всех мусульман до судного дня, чтобы был для нас примером, что в этот месяц не нужно спать, не просто ждать Рамадан, а подготавливаться к Рамадану. Это один момент. Второй момент, в этот месяц Шаабан, когда люди спят, большинство людей спят, как бы духовно, скажем, не настроены на великие дела и на большую затрату энергии в поклонении, не настроены в месяц Шаабан. В Рамадан, к Рамадану, многие из нас, они настроены. Вот там я буду выкладываться, правильно? Так ведь? В Рамадане и на тахаджуд намазы настроены, и на каждый день роза настроены, и на чтение Корана настроены, и на садака, закаты настроены. Так ведь? А в Шаабане, получается, не так настроены люди. Представляете? А может, до Рамадана мы не доживем. Правильно? А теперь смотрите, что говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям. У него спрашивает Усама ибн Зайд, один из сподвижников, молодых сподвижников. И сподвижники, они всегда интересовались, что делает пророк, почему он делает, как он шагает, как он ложится спать, как он встает, как он питается, как он работает и тому подобное. Все, что он делал, им интересно было. Почему? Потому что это идеальный пример для того, чтобы добиться довольства Аллаха. Это идеально. И отец, и муж, и брат, и сосед, и бизнесмен, и во всем он идеальный. Кто бы чем ни занимался, для него есть пример в пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям. И он идеальный пример, чтобы человек мог выйти из любой проблемы своей жизненной. Для решения своих проблем, любых жизненных, он идеальный пример. В нем все есть, все есть. На него смотреть, его жизнь изучить и делать так, как он делал. В этом решение всех наших проблем. Почему? Потому что он посланник Создателя мира. Создатель мира, он управляет этим миром. Он создал все эти законы. Он создает все эти ситуации. И он не спаслал через своего пророка, посланника Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, путь. Как нужно жить, чтобы обойти проблемы, как нужно жить, чтобы решить проблему, чтобы решилась проблема, чтобы быть счастливым, удачным, успешным. Все в пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям. И он нам показал, как нужно физически жить, что физически нужно делать, что языком нужно делать, что мысленно нужно делать, как душа наша должна жить. Все он нам показал. И он постился в месяц Шаабан. Усама ибн Зайд, радиллаху анху, спрашивает: о посланник Аллаха, почему много поститься в этот месяц, так как не поститесь в другие месяцы? Он говорит: этот месяц, о котором многие забывают, между Рамаданом и Раджабом, между этими двумя священными месяцами, забывается этот месяц Шаабан. И ему приятно, когда забываются, он любит это, потому что когда мало поклоняющихся, он хочет увеличить количество поклоняющихся. Чтобы Аллаху поклонялись больше, когда люди спят, он встает ночью, намаз совершает. Когда люди не дают, жадничают, он дает. Когда люди не делают, он делает. И он пример для того, чтобы добиться довольства Аллаха и правильной жизни. Он пример для этого. Он говорит, в этот месяц многие люди пропускают этот месяц,
отвлекаясь Рамаданом, то есть к Рамадану, видят, что вот скоро Рамадан, и отвлекаются. И в этот месяц мало поклоняются. Дополнительных поклонений, затрат энергии в поклонении мало. Первое. Второе, в этот месяц поднимаются наши дела Аллаху Всевышнему. И я хочу, чтобы когда мои дела были представлены Аллаху Всевышнему, я был в состоянии поста, чтобы я постился в этот момент. Смотрите, чтобы нам было понятнее, что очень важно, когда, если вдруг мы знаем, что вот в этот момент, сейчас, дуа принимается, услышали, все, моментально нужно отреагировать: о Аллах, прости, о Аллах, дай, о Аллах, помоги, о Аллах, сохрани. Сразу делайте дуа. Дуа принимается, говорится. Все, сразу делайте дуа. Теперь узнаем, что в этот момент, оказывается, наши дела представляются Аллаху Всевышнему, показываются. И оценку Он дает, принимает или наоборот. От этого зависит наше будущее, наша судьба. И в момент, когда показываются наши дела, человеку тоже должно быть интересно об этом подумать и что-то сделать, отреагировать как-то. Скажем, вы куда-то на работу поступаете, собираете документы или экзамен, тесты прошли, потом ваши документы, ваши тесты, экзамен, ваше дело показывается тому, рассматривает, принять тебя на работу или уволить, 5 поставить или 2 и очистить. Как вам интересно в этот момент чуть попереживать, думать, что же будет? Это естественно. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он человек, у которого естественные чувства человеческие. И он человек, который больше всех любит Аллаха Всевышнего. И правильнее, и лучше всех поклоняется Аллаху Всевышнему. И Он вот нам показал, как мы должны в эти моменты поступать. Когда наши дела показываются Аллаху Всевышнему, как в хадисах говорится, в понедельник, в четверг, или в понедельник, в четверг, показываются наши дела еженедельные Аллаху Всевышнему. И я хочу, он говорит, пророк, саллаллаху алейхи, чтобы я в этот момент постился. Вот такой интерес. И это самое правильное поведение для верующего, который любит Аллаха, который хочет так, чтобы Аллах его тоже любил. И он говорит, в этот месяц дела показываются Аллаху Всевышнему. Я хочу, чтобы я в состоянии поста был в этот момент. Поняли, да? То есть это естественная реакция человека, когда он знает, что вот в этот месяц наше дело, что мы за целый год сделали, будет показано Аллаху Всевышнему, либо принято, либо отвергнуто. И в этот момент лучше больше добрых дел делать и в состоянии самого лучшего поклонения находиться, потому что это тоже влияет. Это тоже плюсы дает свои. Это тоже влияет на нашу судьбу. Теперь у пророка спрашивает один из сподвижников. И интерес подвижников, он искренний. Не для того, чтобы просто узнать и просто жить с этой информацией. Интерес подвижников, он для того, чтобы делать это. Они узнавали и делали. Они брали у него какой-то совет и придерживались этому совету. И все. Альхамдулилля, у них шло все хорошо. И жизнь была у них счастливой. Их история, она самая красивая, самая лучшая история. Когда читаем историю сподвижников, когда мы узнаем, вот этот сподвижник вот так прожил, вот такие дела сделал, рот открывается, слезы наворачиваются, плачут люди от их истории, как они проживали вот эти сподвижники, звезды. У них тоже обычная жизнь, человеческая жизнь, но у них искренняя была жизнь. Они узнавали что-то у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и сразу делали это. Не для того, чтобы, смотри, как правильно, смотри, как хорошо. Не для этого, не просто для восхищения, не просто для информации. Они для практики брали у него советы, для практики узнавали, спрашивали что-то. Просто так не спрашивали. И спрашивает Усама ибн Зайд, о посланник Аллаха, то есть другой сподвижник спрашивает, о посланник Аллаха, дайте мне совет, дайте мне наставление, укажите мне какое-нибудь дело, поклонение, чтобы это поклонение помогло мне в жизни.
чтобы из-за этого поклонения у меня в жизни было все хорошо. Примерно так. Янфауни, чтобы это дало мне пользу в жизни, помогло мне в жизни. Дал эффект, что у меня жизнь будет хорошей, счастливой. Укажите мне на поклонение. Какое мне поклонение придерживаться? Он говорит, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, дает ему совет и говорит: «Алейка бис-сиями, алейка бис-сауми, фаиннаху ла митля лаху». В другом хадисе: «Фаиннаху ла адля лаху». Он говорит: постись, постись, потому что нет поклонения равного посту. Постись. Все, коротко. Ему дал направление, дал ему совет. Все. Этот совет нам ведь тоже, правильно? Нам ведь тоже. Чтобы нам было в этой жизни хорошо, чтобы судьба у нас сложилась для нас хорошей, чтобы Аллах Всевышний дал нам добро, чтобы предписал нам много добра, облегчал нам жизнь, улучшал, решались проблемы. Счастливый был человек, пусть постится. Все. Элементарно просто. Постись. Потом, может быть, мы не сможем понять, может быть, сразу непонятно человеку, какая польза от поста для моего кармана, какая польза от поста для моей семьи, какая польза от поста для моей работы. А польза, она универсальная. Со всех сторон только польза. Начнем с пользы, которая нашему телу. Ученые сегодня, те, которые информированы научными исследованиями, научными трудами ученых наших сегодняшних, у них такие выводы после опытов, что если человек в день несколько часов, треть дня, какое-то количество часов голодает, у него в организме происходят изменения. Какие изменения? У него зарождаются новые клетки, которые укрепляют его иммунитет. Когда человек голодает, тут получается дефицит еды в организме. Нету воды, нету еды, что ему делать? И тут срабатывает какая-то функция, которую Аллах Всевышний создал, который сам по себе начинает бороться с теми вещами, которые реагируют на человека, чтобы ему было плохо. То есть голод, еды нету, воды нету, и организм начинает слабеть. И тут автоматом включается механизм, который против этого борется. Вот тем самым укрепляется иммунитет. Понятно примерно? То есть организм наш голодает, нету воды, нету еды, и он начинает слабеть. Когда начинает слабеть, чтобы он не умер, чтобы ему не было плохо, Аллах Всевышний создал нас, такой механизм, датчики срабатывают, что начинается бороться, чтобы ты еще энергичным был, здоровый был, тут начинает срабатывать что-то у нас внутри. Это иммунитет срабатывает. Когда человек голодает, иммунитет срабатывает, иммунитет крепче становится. И вот наши ученые, мусульманские теперь ученые говорят, вот посмотрите, говорят, это эффект ораза, поста, который Аллах нам приказал. Сегодня мы это видим через опыты проводят, то есть людей оставляют голодными. Это годами опыт проводится, не так один раз проверил его. У нас сегодня большие возможности в медицине, большие возможности, но все равно по воле Аллаха это только работает. И изучать человека. Там есть опыты, когда человек только гамбургер кушает, пьет там какие-то напитки искусственные. И у него через несколько дней иммунитет падает, ожирение, давление, сахар. Вот такие опыты проводят над людьми. И провели опыт над голоданием. И выясняют, что голодание, не сутки голодовать, есть такие у людей принципы или же вероубеждения тоже, голодовать сутками. Или диета такая, голодовать сутками. Это неправильно. Оно вред, наоборот, приносит. А именно, голодовать определенные часы, несколько часов в день, приносит пользу. А это наш ораза. Аллах Всевышний, если Он нам что-то приказал, только во благо. Не просто, чтобы мы поголодовали. Не просто, чтобы мы чувствовали чувство жажды, голода и тяжело прожили. А чтобы польза нам была от этого.
Мы не знаем, что для нас хорошо. А Аллах, тот, кто создал, знает. Аллах, Он знает, что для нас хорошо. Поэтому в любом случае всегда человек должен оставаться довольным, говорить «Альхамдулилля». Любой приказ, который Аллах Всевышний ему приказал, ему нужно молча, с довольной душой, от души делать. И пример пророка, саллаллаху алейхи вассалям, нужно нам принимать его как самое дорогое в жизни. Это самый лучший советчик, это самый лучший пример, это идеальный пример, за которым нужно идти и добиваться счастья. Все, там, вот за его путем, по сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, человек добивается счастья в двух мирах. Он постился в месяц Шаабан теперь. И вот этот пост, мы о плюсах говорили поста, иммунитет укрепляется. В прошлый раз мы говорили, что правильно питаться нужно, чтобы еще укрепить иммунитет. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он нам об этом тоже разъяснил. Треть вода, треть еда, треть желудка оставляется для воздуха. То есть мы должны, мусульмане и вообще все люди, наблюдать и контролировать, что мы едим, сколько едим. Если появляется у вас живот, пузо, то сразу контролируйте, ограничивайте еду. Вчера с этим аксакалом стоим, он говорит, мне надо вес скидывать. Он готовится на соревнования. Я ему говорю, вы поменьше ешьте. Ему говорю, поменьше ешь. Он говорит, ну как меньше есть? Как я откажусь от лагмана, как я откажусь от этого? Не отказывайтесь, просто порцию уменьшите. Я говорю, в пиалке ешьте. Он говорит, в пиалке? Как в пиалке есть? В кесе же надо есть. Он говорит, вот в пиалке ешьте. Представляете, если мы себя настроим, вот почему вот кесе? Мы же себе это сделали, кесе, вот такую порцию. А пиалки тоже мы себе это все изготовили. Можно в пиалку положить лагман. И съесть его, после этого лагмана, потом вы еще хлеб с вареньем кушаете, потом еще что-нибудь, там салат кушаете. И в общем это норма уже нормальная. То есть голодным не останешься. Просто нас у человека в пиалке это мало выглядит. И вот человеку, если следовать сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, вот этот кулак это размер нашего желудка. Чуть-чуть растянули, хватит. Дальше его растягивать не надо. Чувствуете, что живот появляется, чувствуете, что уже отрыжки пошли, все, останавливайте, ограничивайте еду. Это для здоровья, для нас очень важно, для мусульман очень важно. Беречь свое здоровье, укреплять свое здоровье – это ибадат. Это ибадат, это поклонение. А второстепенно уже то, что от этого исходит, энергичный будешь, меньше болеть будешь, больше дел будешь делать, больше пользы будет от тебя, это уже второстепенные уже плоды этого поклонения, что мы следим за своим здоровьем. И укрепляется иммунитет, когда мы поменьше едим, пусть часто, но поменьше. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал этому сподвижнику постись. Для нас сегодня тоже перед Рамаданом очень важно, необходимо поститься, чтобы подготавливаться к Рамадану. Очень важно покаяться, если у кого-то появились какие-то большие грехи, тяжкие грехи, или до сих пор несет на себе эти большие тяжкие грехи, ему нужно остановить, сбросить это с себя, полегче жить. Вот ваша машина, наверху есть багажник, сзади у вас багажник есть. Вам картошка нужна домой. Вы будете картошку, этот мешок, постоянно у себя в багаже держать? Или наверх закидывать в багаж? Довезли, сбросили домой. Пусть машина легче ездит. Экономия бензина и ходовая. Человек, когда с грехами своими ходит, это плохо для него. Это ухудшает его жизнь в этой жизни. Потому что Аллах Всевышний говорит, все, что вас постигает из проблем, из бед, это то, что вы заработали своими руками. То есть несешь грех на себе, уменьшается рызк, уменьшается успех, благополучие, баракат уменьшается, когда ты несешь на себе грех свой. Оставлять нужно. Аллах Всевышний говорит, тубу иля Аллахи, джамиан аюхаль му'минун. Все кайтесь, все оставляйте грехи свои большие, Аллах Всевышний говорит. Оставляйте все. Абсолютно все оставляйте свои грехи большие, о верующие. Может быть, вы преуспеете вот тогда. Тогда вы будете счастливыми. Все должны оставлять грехи. Вот перед Рамаданом, тем более, этот какой-нибудь толчок для человека, какой-то знак, что хватит, остановись. Сколько можно еще идти с этим грехом? Или ты ждешь, чтобы умереть, и потом с собой это в могилу забрать, эти грехи? Зачем?
Туда нужно чистыми уходить. И Аллах Всевышний всем дает возможность быть чистыми, быть счастливыми. Мы сами себе вредим. Аллах не хочет нам вреда. Мы сами себе вредим. Вот давайте, иншаллах, сегодня настроимся. Подготовка к Рамадану начинается сейчас. Сейчас начинается подготовка к Рамадану. Те, которые проснутся в Рамадане, они не получат столько, сколько получат те, которые сейчас настраиваются и готовятся к Рамадану. Машину вы утром заводите, и ваш друг, который уже с разогретой машины подъехал, кто обгонит с места? Кто быстрее двинется с места? Тот, который разогрелся. То есть разогретый мотор, он дает другие эффекты. Который не разогрелся, он будет чихать и тому подобное. И вот человек в поклонении, мусульманин, когда он уже разогретый в поклонении, он уже чувствует, что такое пост. Пост — это не просто поголодать, потом еще вечером вкусно, хорошо покушать. Не в этом заключается смысл поста. Смысл поста — это красиво прожить день свой без харамов. Вот это пост. Пост — это не просто голодать, а пост — это красиво прожить свой день без харама, без греха. Никого не обидеть, никого не оскорбить, ни у кого ничего не забрать, никого ни о ком плохо не говорить за спиной, никого не обмануть. И прожить свой день в таком красивом поклонении — это пост. Плюс не есть и не пить, не приближаться к своей жене. И это нужно делать до Рамадана. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в этот месяц Шаабан, он много постился. И для нас необходимо брать с него пример. Давайте, иншаллах, братья, вот с завтрашнего дня начнем потихоньку поститься. Пусть, кто может, пусть каждый день постится. Кто может, пусть через день постится. Но в месяц Рамадан пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он очень много постился. То есть до Рамадана, месяц Шаабан, очень много постился. Почти весь постился. Я хочу, чтобы каждый из нас услышал это, что он почти весь постился. Вот начинайте, иншаллах, поститься. Это дискомфорт. Голодный, пить хочешь, есть хочешь. Это дискомфорт. Но это жизнь, это испытание. Ради дорогого, очень дорогого стоит этот дискомфорт прожить. И после этого дискомфорта идет комфорт. Когда вы ифтар делаете, вот ифтар сделали, через секунду вы уже забываете, что в дискомфорте были, так ведь? Секунду поели, попили, все, забыли уже, что вы в дискомфорте целый день ходили, 15-18 часов. Секунда, и все, вы забываете. А тут на кону джаннат стоит. Если вам скажут, тебе за каждый день по $100 будем давать, то все будут поститься. И скажут внукам тоже, постите давайте. Тоже будет получать, правильно? На кону стоит джаннат. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, кто будет поститься один день ради довольства Аллаха Всевышнего, это поклонение в месяц Рамадан, фарз обязательно. До Рамадана, в другие месяца, это желательно. Кто будет поститься один день ради довольства Аллаха, завтра, скажем вы, или в месяц Шаабан будете поститься, один день ради довольства Аллаха, поститесь. Не едите, не пьете днем, не приближайтесь к жене и красиво проживаете. Ба'ад Аллаху ваджхаху ани нари саб'ина харифан. На 60, на 70 лет он отдаляется от ада. На 60, на 70 лет это значит далеко, далеко, далеко он будет от ада. И говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, если кто-то умрет, пропастившись один день, или в этот же день, когда он постится, или же вчера он постился, а вдруг сегодня он умер, то он обязательно заходит в джаннат. Он райский человек. Это признак, это доказательство того, что вот этот человек, он райский. Он вчера только постился. Или сегодня постится и умирает сегодня. Это признак, доказательства, что он райский человек. Об этом сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому вот сегодня это основное, что я хочу донести до себя и до вас тоже, в первую очередь, для себя, потом вам. Это чтобы мы, иншаллах, начали поститься до Рамадана. Второе, что это покаяться. Покайтесь, оставьте грехи свои большие. Третье, это, иншаллах, чтобы мы начали читать Коран побольше. В месяц Шаабан много нужно читать тоже Коран, так же, как и в месяц Рамадан. Пусть Аллах Всевышний даст нам баракат во всем.